Долг в 44 миллиона долларов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что обрадовало многих таджиков. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Долги государственной авиакомпании Tajik Air в настоящее время составляют 449 миллионов самани. Национальный авиаперевозчик Таджикистана с сентября 2020 года не выполняет регулярные рейсы из-за технических и финансовых проблем. Многие его сотрудники находятся в вынужденных отпусках. Расследование в 2021 году показало, что авиакомпания Tajik Air должна более 40 миллионов долларов налоговым органам, банкам, аэропортам и другим техническим службам. Тогда реакции властей на эту публикацию не последовало. Глава Tajik Air Парвиз Шадманзада на пресс-конференции в Душанбе 1 февраля заявил, что вопрос о банкротстве авиакомпании на данный момент не стоит на повестке дня. Tajik Air собирается арендовать у Турции 2 самолета Аэробус и надеется на возобновление полетов, сказал Шадманзада. Мы ждем решения наблюдательного совета по вопросу возобновления полетов. Если он одобрит, самолеты доставят в Душанбе и полеты возобновятся. Есть надежда, что совет одобрит. Когда начнутся полеты, будет обсуждаться и вопрос долга компании, сказал руководитель, глава национального авиаперевозчика. По его словам, Tajik Air намерен взять в лизинг 2 поддержанных самолета у турецкой компании. Предложение о возобновлении полетов после аренды самолетов передано премьер-министру Таджикистана Кахиру Расулзада, который возглавляет наблюдательный совет, созданный правительством страны в 2018 году для улучшения финансового состояния авиакомпании. Как вы относитесь к такой новости? Возможно, скоро полеты возобновятся. Авиакомпания Tajik Air уже несколько лет испытывает технические и финансовые трудности. Она, в частности, должна выплатить 20 миллионов литовской лизинговой компании. Судебная тяжба с этой компанией продолжается уже несколько лет. Служба исполнения при правительстве Таджикистана в июле прошлого года сообщила об аресте банковских счетов Tajik Air. Парвиз Шадманзада 1 февраля сообщил, что в настоящее время 135 из 205 сотрудников авиакомпании находятся в вынужденных отпусках. Таджикский аналитик Абдуманон Шералиев считает, что Tajik Air не суждено встать на ноги до тех пор, пока она останется государственной авиакомпанией. По его словам, другой таджикской авиакомпании Самон Air конкуренты на отечественном рынке авиаперевозок не нужны. Во-вторых, для полетов лайнеров Tajik Air с каждым годом потребуется все больше средств, которых сейчас у авиакомпании просто нет. И в-третьих, почти все технические работники национального авиаперевозчика перешли на работу в другие, в основном зарубежные авиакомпании, и вернуть их обратно в Tajik Air не так просто, добавил Абдуманон Шералиев. Расследование выявило, что от прерванного полета национального авиаперевозчика в выигрыше осталась авиакомпания Самон Air. Большинство тех, кто способствовал углублению кризиса в Tajik Air, так или иначе связаны с владельцем Самон Air, Шурином, президента Таджикистана Хасаном Асадулазада и его окружением. Как вы относитесь к такой ситуации с полетом? И как вы думаете, сможет ли это все перенести эта авиакомпания? И как вы к ней относитесь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.